Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о работе с изображениями у Nokia 5530. Я сразу хочу говорить, что это не обзор камеры, а именно обзор работы с изображениями. Итак, есть специальное приложение галерея. Как всегда, можно зайти через меню или через кнопку Express Music. Вот, открывается галерея. Что мы видим? Миниатюры, которые можно пролистывать, и папки. Папки, они помогают удобно организовывать файлы. Вот, например, у меня создана папка видео и другие. Чтобы создать папку, достаточно войти в меню функции папки, или новую папку, или переместить уже созданную. Вот, например, я выбираю фотографию, видите, функции папки, переместить в папку. И вот он мне выводит список тех папок, которые у меня есть. Итак, также мы видим еще, помимо всего прочего, в функциях еще все множество других функций, но главное из них, естественно, продублировано здесь. Это удалить, редактировать или послать. Если мы нажимаем кнопку «Послать», они предлагают нам либо, видите, сообщение, либо по каналу Bluetooth, либо обмен в AVI, это служба Nokia по обмену фотографий, или передать там тоже на Flickr или на Vox. Ну, в общем, тоже службы. Можно на Пикассо настроить, можно установить Яндекс Фотки. Ну, в общем, на какой-либо из сервисов. Итак, посмотрим, что же это. Как выглядит листание фотографий. Фотографии, вот, полностью изображение есть. Листается пальцем. Меняется режим благодаря акселометру отображения фотографии. Видите, здесь тоже управляющие кнопки, также передать и проигрывать. То есть это будет как слайд презентации. В принципе, вот, листается. Ну, мы на этом стоп. Можно масштабировать. Причем как используя клавишу виртуальную, так и используя клавишу звука. Нажимая. Ну, давайте попробуем сделать, наверное, редактирование фотографии. Итак, нажимаем на карандашик. Открывается изображение, и мы можем его изменить. Вот функции «Добавить эффект». Как видите, открывается сетка миниатюр, такая же, как на фотоаппарате, например. И можно выбрать эффект. Яркость изменить. Вот единственное неудобно, что все время надо нажимать «Добавить эффект». Контрастность. Уменьшить размер, вырезать отдельно. Наложить какой-то определенный рисунок, избавиться от эффекта красных глаз или текст наложить. Давайте попробуем наложить текст. Ну и сейчас я перейду в QWERTY, так как это удобней. Ну вот, к примеру, Тор-82. Вот видите текст, я могу его перемещать. Окей. Функции текста, изменить размер. Можно менять размер маленький, большой. Ну и там еще цвет можно изменить. В общем, и также, когда мы нажимаем «Готово», он нам предлагает сохранить изменения или не сохранять. Но мы не сохраняем. Итак, это вот все, что касается стандартной галереи. Также можно установить сторонние программы по редактированию изображений. Например, Mobile Paint. Точнее, не по редактированию, а рисовалке. Это, как мы видим, рисовалка. Сбоку находится интерфейс. Вот можно выбрать перо, цвет. Ну и, например, вот рисовать круги. Вот так рисуются круги. Так. Вот они рисуются. Также можно выбрать, например, квадраты рисовать. Ну и все в таком духе. Цвета, естественно, меняются. Можно выбрать какой-нибудь другой цвет. Ну и мы можем сохранить этот рисунок. Таких программ, причем рисовалок, довольно много. Например, на Nokia 5800 у меня установлена другая. Сейчас я вам, наверное, покажу ее. Итак, вот эта программа. Это PaintPad. Тут самое интересное, что мы можем еще выбрать, загрузить какой-то файл прямо из галереи и уже отредактировать его вручную. Сейчас он откроет. Ну, вот, например, возьмем картинку. Опции. Так, окей, нажимаем. И вот теперь мы можем редактировать эту картинку, то есть наносить на нее рисунки. А также потом, естественно, сохранить.
или передать по Bluetooth. Ну, в общем, программа такая, тоже довольно богатая функционалом. Ну, давайте вернемся к 5530. Я закрываю эту программу. И вот к завершении обзора работы с изображениями хочу показать вам, как работает сейчас Beta Labs. Это, как я уже рассказывал, это подразделение Nokia, которое разрабатывает новые программы над изображениями. Вот есть программа великолепная, фотобраузер. Сейчас я покажу, что же она из себя представляет. Как видите, тоже миниатюры, но присутствует скроллинг такой, видите, трехмерный. Также меняется ориентация экрана. Вот летают фотографии. Давайте на какой-нибудь остановимся подробнее. Ну вот, например, возьмем вот эту фотографию. Сейчас она отгрузится. Вот это единственный недостаток, что еще довольно медленно работает сервис. Итак, фотография отгрузилась. Также мы можем поворачивать ее. Но самое интересное, смотрите, это режим лупы. Мы берем, задерживаем палец и вводим, и видим подробно детали. Это тоже очень интересно. Возвращение назад. Задержав на фотографии, нам тоже предлагают, видите, послать, посмотреть детали и удалить. То есть вот это так примерно будет выглядеть, наверное, в дальнейшем галерея на Nokia. Я думаю, с изображением мы закончили. Всем пока.